февраль. Ся курбут. Ся кур сей, то есть олень, кур — это его рога. Это месяц, когда выпадают оленьи рога. Исходя из этого, название ингуши дали вот этому месяцу. Составление календаря на родном языке задача довольно сложная, и над этим лучшие умы работали не один месяц. Это очередной проект Дома народного творчества Галгай Ханурь, что переводится как «ингушский календарь». В нем будут не только ингушские названия месяцев, но и полное описание, от чего и почему они названы именно так. Важно знать и то, что ингушский календарь тесно связан с хозяйственной деятельностью, что говорит о том, что в основу названия каждого месяца легли сезонные хлопоты. Это очень интересная, очень емкая, очень содержательная работа, потому что, чтобы не допустить ошибки, нужно было изучить очень много материала. В этом направлении, в этом контексте работали известные краеведы, этнографы, ученые, историки Хаматханова, Цицкиева, Чакаев, Тутаев, Албаст, всем известно, Бай-Али Хайров, научный сотрудник. При составлении календаря авторы ушли все нюансы. Как рассказал Ильяс Евлоев, директор Дома народного творчества, один и тот же месяц мог называться по-разному. Все зависело от климатических условий. Уверенно можно сказать, что нынешняя молодежь, да и многие люди преклонного возраста, не знакомы с названиями месяцев на родном языке. И поэтому этот календарь может быть полезным всем. Хотелось бы сказать, что этот календарь несет в себе несколько функций, в том числе и функцию сохранения и развития ингушского языка, потому что, заглянув в этот календарь, каждый человек сможет хотя бы 12 названий на ингушском языке, названий месяцев на ингушском языке узнать и запомнить. Это тоже, я считаю, большая лепта в деле сохранения ингушского языка. Эта работа не оставит равнодушным никого, а именно тех, кто душой болеет и трудится во имя сохранения обычаев, традиций, культуры и языка своего народа. Ну а впереди у Дома народного творчества грандиозные планы по изучению и распространению родного языка, а также уже почти забытых старинных обычаев и традиций. В общем, нужно набраться терпения и ждать следующих эксклюзивов от творческой интеллигенции. Фатима Катиева, Мадина Марзиева, Магомед Нальгиев, Вести Ингушетия.